тебя дальше вообще блистательное что-то. Он об этом никто не узнает. Только ты и твоя мама. Вот у меня мама смотрит, она все узнает. А все, больше никто не узнает. Я очень старался. На 13-й минуте такое было видно. Все, наверное, не умрем, но сокращение происходит, падает аудитория. Я смотрю рейтинги там, канала, и помню, что было 10 лет. Это серьезное падение. Это серьезное падение. Оно... Дело не в том, что нас вытесняет интернет. Это неправильное понимание. Интернет всего лишь инструмент, с помощью которого там смотрят те же телевизионные программы. Те же сюжеты. Своего собственного интернет-производства практически нет. В интернете смотрят, ну что-то такое случилось, да, действительно, человек снял на мобильный телефон и вывесил. Ну, это большая редкость, это происходит не так часто, это немного. И это не занимает основного времени. Все равно люди посвящают экрану многие часы. Нет, они не смотрят то, что мы делаем. Хуже. Они не хотят смотреть то, что мы делаем. Им нет, они нам не верят. Они, может быть, не артикулируют это, но они внутренне понимают, что они нам не верят и не смотрят нас. И если это войдет в привычку, то потом не переверишь. Вот люди отказались, там кто отказался книжки смотреть, так уже и не читают книжки, и все, и назад не вернут. Вот в кризис началось падение продаж книг, мне книгоиздатели говорят. Потом какие-то страны стали выходить из кризиса, а покупка книг не увеличилась, не вернулась к прежнему уровню. Все. То есть утрачен навык чтения, и он не возвращается. Вот утрачен будет навык смотрения телевидения серьезного, и он не возвращается назад. Утратим нашу аудиторию, работы лишимся. Третье, что хотел сказать. В чем мы еще сами виноваты? Загнали градус эмоций невероятно. Значит, по любому поводу пафос, будто рубашку на себя рвешь и поднимаешь взвод в атаку. Мы никого в атаку не поднимаем. Ну точно не наши. Если ток-шоу, там на 30-й секунде люди не начинают вопить, ток-шоу считается неудачным. Говорю вам сознанием дела, как участник и ведущий ни одного ток-шоу. И худший из них, с самым криком, считается самыми удачными. Вот я участвовал в одном ток-шоу, его уже 1,5 или 2 года нет. А вот я сегодня шел по улице, меня люди говорят, вот как вы спорили. То есть вот это вот осталось в памяти, самое, с моей точки зрения, ужасно. Потому что в крике, в слюне брызжущей, в воплях и эмоциях никакого же содержания нет. Мы ничего людям не рассказали. Мы довольны до невероятности, ответил был хороший, покричали здорово. А зритель остался ни с чем. Осталось эмоциональное это ощущение. Ну, конечно, если в цирк пойдешь, там обезьяны дерутся, тоже же запоминается. Ничего, мы людям же ничего не рассказали. Мы им ничего не сообщили, мы даже, может, забрали что-то в этот момент. А спокойно делаешь телевизионную журналистику, а люди не привыкли. И вот там, я там создаю эту программу, говорю, нет, мы не будем кричать, из принципа, не будем кричать, не зову, как дипломатично выразиться, профессиональных крикунов. Хорошо, говорит начальник, давай сделаем. Но поставим в 1:30 ночи на всякий случай, все равно смотреть никто не будет. И правильно, конечно, никто не будет. Привыкли же уже. Как ниже не опустишь этот градус. А хотя люди хотят послушать, но ведь действительно что-то происходит. Непонятно же ничего, что происходит. Ну надо же, мы сами же хотим объяснить. Мы сами прислушаемся, расскажи, что происходит. А объясни, что происходит, друг друга за рубашку запомнится. Крутим. Ну скажи, что происходит. А мы уже отучили людей. Зрителя нашего отучили от нормального разговора, от спокойного разговора, от серьезной беседы. Отучили, а как назад его вернуть? Навык утерян. И человек с экрана уже не воспринимает серьезную информацию. Ты бы и хотел ему что-то рассказать. Ты вроде язык нашел нормальный. И кадры хорошие, и все. Но он уже отвык, уже не хочется, он что-то другое смотрит. Так, монолог будет. Может,
подменять. Саша, так свободно? Слава Богу, как в отклике не могу. Ай, и сказать никому нечего, и не хочется. И побеседовать. Вы такая вот ревность. Вы говорили о чести журналистов. Да я думаю, меня слышно, понять. Когда говорят, и я понимаю, что эта тема такая злободневная, да, журналистской этики. И вот вы правильно сказали, это как рыба, она либо первой свежести, либо никакой. Либо она есть, либо ее нет. А что делать, чтобы журналистские репортажи были корректными, да, и уж в любом случае не навредили человеку? Вот, ну а что делать? Как, на ваш взгляд, что можно, да? Может быть, какие-то, ну я не знаю, ну вот ваши предложения, какие-то законодательные, или это здесь не работает? Ну, во-первых, да, при нашем глубочайшем неуважении к законам, что тоже результат последнего столетия, может быть, даже более глубокой части нашей истории, понимать, законы только провоцировать их нарушение. Потому что любой закон, уже даже хороший, у нас автоматически воспринимается как нечто, что нужно нарушить. И если ты не нарушил закон, то это вроде даже как-то и... Нарушение закона делает чести, гордости и геройства. Поднять закон. Кроме того, какие тут должны быть законы, с моей точки зрения, ну, правила нормального поведения, во-первых, говоря, они распространяются даже на людей нашей профессии. Даже журналист должен сохранять в себе некую малую талику порядочности. Вообще говоря, как ни странно, это звучит в нашем кругу. Но не мешало. Это вопрос коллектива. Это вопрос, на самом деле, это вопрос журналистского коллектива. Либо в этом коллективе договариваются о правилах поведения, либо не договариваются. Есть вещи, которые нельзя делать. В каком-то сюжете, значит, человека арестовали, его снимают, значит, товарищи полицейские рады, а задержанный говорит, а что вы меня снимаете? Он говорит, а что же вас не снимать? А правильный человек говорит, нельзя его снимать. Он имеет право на тайну личной жизни. Почему мы его снимаем? Если его снимать, нельзя его снимать. Он не осужденный. Он не осужденный. Мы его показываем, говорим, вот преступник. А он не только что не преступник, его еще даже не арестовали. Всего-навсего в месте, где он занимается неким бизнесом, происходит обыск. Ну и что? Может будет выяснено, что обыск происходил напрасно, обвинение было липовое, и этот человек не видно. Не важно, 100 миллионов вариантов. А вы его уже показали, весь город знает, ой, это преступник, вот Вася преступник. Это мы сделали. Мы нарушили невероятные вещи. Мы даже об этом не подозреваем. Мы можем снимать, если нам разрешено. Или мы должны с этим показать и рассказать, что задержан, пока там оснований нет, обвинения не предъявлено. Масса вещей мы должны сказать и объяснить. В американском суде нельзя фотографировать по сей день, потому что до вынесения приговора человек не виновен. Не виновен, действительно. Вот когда будет приговор вступит в законную силу, тогда да, пожалуйста, а до того момента нельзя. Вы уже его показывали на скамье подсудимого, значит, он уже виноват в представлении людей. Но мы, конечно, у нас все это не развито. А с какой стати нас будет разница, если мы привыкли там врать и лицемерить, и исполнять там неизвестно кем принятые указы. Мы даже не задумываемся над нормами этики и морали. Это вопрос коллектива, но пора уже договариваться. Пора уже договариваться, потому что нас за это будут наказывать. Дело даже не в том, что там закон о клевете сейчас опять там, санкция, хоть и не уголовное наказание, но денежная санкция большая. Но нет, этот закон будет использоваться как политический инструмент. А все равно будут наказывать, будут сильно страдать от этого. Вот, это первое. А то второе. Но так нельзя. Меня какой-то главный редактор учил в свое время. Ты можешь сказать все, что ты считаешь нужным и обязан это сделать, но так, чтобы тебя нельзя было процитировать в исковом заявлении в суд. Правильно говорю? Ты должен сказать все, что ты считаешь нужным рассказать об этом, но не в форме, которая представляет собой оскорбление или вранье. Ну нельзя не врать, не оскорблять. Все то же самое сказать четко и ясно. У нас привычки нету. У нас нету расследовательской журналистики. У нас чудная страна, в которой расследовательская журналистика, ключевой жанр нашей профессии, отсутствует совсем. Даже в ТЭФе у нас даже нету номинации такой, потому что когда была, нечего было рассматривать. Нет расследовательской журналистики. Потому что у нас по разным причинам. Первое, у нас отсутствует законодательная база, позволяющая журналисту что-то
Если у кого какая-то информация, значит он сливной бачок. Второе. У нас средства массовой информации не располагают материальными возможностями для проведения расследований. Я помню, там просто я писал книжку по Ближнему Востоку, и одно расследование газета британская Sunday Times вела год. Ровно год группа журналистов работала над тем, чтобы... А материал потом мне выдал на одну полосу всего лишь. Материальных возможностей нет такой у нас ни у кого, чтобы обеспечивать работу группы журналистов, путешествовал по всему миру, чтобы они одну полосу напечатали. Правда, эта полоса была, имела колоссальное значение, но у нас нет такого. И журналисты у нас не придут. Расследовательской, исследовательской профессии нет такого. Когда-то в советские времена в литературной газете даже была маленькая бригада, там наняли бывших прокуроров высокого ранга. Они, назывался разработчик. А когда речь шла о том, чтобы написать о каком-то важном уголовном деле, то прежде чем отправить журналиста, отправляли этого разработчика, профессионала, юриста с огромным стажем. Он ехал, выяснял, есть ли вообще основания для того, чтобы о чем-то говорить, разбирался в деле, то возвращался, и когда только ехал журналист, вооруженный, уже профессионально. Такой практики практически нигде нет. Отсталость нашей журналистики невероятна. Отсталость нашей журналистики, если мы говорим не о развлекательном телевидении, а ночью. Если мы говорим не о документальных фильмах, тоже очень неплохо. Туда отхлынула большая группа людей, прежде занимавшихся текущей политической журналистикой. Отсталость нашей журналистики невероятна. Еще какие вопросы? Все-таки что делать? Ваша речь не вдохновляет, потому что центральные каналы показывают, являются вот пример того, как, наоборот, не нужно делать журналистику. На что ориентироваться? Пришло новое поколение, молодые люди, которые чуть не на еду зарабатывают деньги, и когда есть уже, а не то, о чем вы говорите, что я хочу это сделать так, чтобы это было лучше и мне интересно. Сейчас таких людей уже мало осталось. Так что делать? Закрыть все? Или сами не закрыть? Но видите, это вопрос личного выбора. Думать, что мы все журналисты. Какие-то сделаны какого-то замечательного и особого материала. И мы все такие замечательные, абсолютно бескорыстные. Просто абсолютно бескорыстные люди. Ангелы, спущенные на землю для исполнения. Смешно и нелепо. Журналист абсолютно таким, со всем набором недостатков, да еще с собственным. Добавка. Потому что профессия воспитывает большие недостатки в характере, в мироощущении, в менталитете. Все так. Но я говорю о главном. Деньги за это тоже нормально зарабатывать. Хорошо зарабатывать, очень даже неплохо. Это нормально, вообще нормально. Зарабатывать путем создания лучшего товара. И это нормально. И в том числе журналистика. Ты становишься знаменитым, ты прославляешься, тебя останавливают на улице, ты зарабатываешь деньги, потому что ты делаешь это лучше других. Вот это естественный путь для журналиста. И только так. Ну и что другие не хотят, не могут, не желают, а ты делай. Ты для себя старайся. И я призываю не каким-то там, не каким-то невероятным человеческим качеством, наоборот, самым таким обычным, честолюбие и амбиции. А что такое журналист без честолюбия и амбиций, без тщеславия? Нет такого журналиста успешного. Да, амбиции толкают меня, редактора, то, что напечатать в своей газете, то, что не печатают другие. Я хочу, чтобы мою газету читали. И все, нормально. Только заработывание журналиста. Если ставишь цель только заработать деньги, много не заработаешь. Потому что идешь по легкому пути, по которому могут идти все. И когда очень много набегает стадо большое к водопою, они толкают друг друга, воды не достается. Нет уж, ты заберись туда, откуда ты попьешь один. Чтобы так, чтобы все видели. Это нормально. Не надо в себе искать каких-то вот того, чего нет в человеке. Амбиции и честолюбие двигают журналистов. Да, это правда, нормально. Надо все воспитывать, это желание быть лучшим. Лучшим надо быть, конечно. Там президент Картер, американский, забавно рассказывал, что он закончил военную академию и хотел наняться на работу в управление, которое занималось ядерными подводными лодками. Попал там к адмиралу, грубо мой известный был, адмирал Хаймен Рикорд. И тот спрашивает, а каким вы по счету, у них есть такое понятие, по успеваемости вы закончили? Тот говорит, там, 4-м. И ждешь, что его похвалят. Он говорит, а почему не 1-м? Ну правильно, а почему не 1-м? Ну что ж, мы 1-ми должны быть. И каждый из нас должен стараться быть 1-м. Да?
Но первым не в том смысле, что ой, как вы, Иван Иванович, вы велели такое, я так и написал. Да нет, первым, то, что я написал, вот то, что никто другой не написал. Ну вот это и есть первым. У меня небольшое замечание. Ну, в эпоху начала нашей деятельности, когда начали возникать региональное телевидение, когда маленькие телестудии начали работать, нас, я вот сужу по своему телевидению, нас как-то боялись. Мы показывали правду, мы скандалили, мы защищали. Сейчас уже чиновники привыкли. Собака лает, караван идет. И никто. Я вот в последнее время, если раньше как-то мы чем-то могли победить, показать сюжеты, рассказать, вплоть до прокуратуры бороться за человека, а сейчас это уже не помогает. Чиновники нас победили. Вы абсолютно правильно говорите, потому что такова организация нашей жизни. Я же с этого начал, что мы же не в безвоздушном пространстве живем. Когда прессу, журналистику называют четвертой властью, ведь что имеет в виду? Вовсе не то, что в советские времена правда выступила, стара райкома сняли. Или управдом. Четвертая власть в каком смысле? В том смысле, что пресса воздействует на общество, общество воздействует на своих представителей, то есть законодателей, парламент воздействует на исполнительную власть, и власть делает то, что нужно. У нас вся эта цепочка разрушена. У нас все исполнительная власть действует самостоятельно, законодательно у нас существует как ширма. Соответственно, и мы, как журналисты, не нужны. Мы не нужны. Мы мешаем. Совершенно верно, мы мешаем. Если журналист приятный, то он бесполезен для государства. Если он полезен, то он неприятен, его хотят избавиться. Вы абсолютно правы. Но тут есть другое, понимаете, мы же, помимо того, что мы честолюбивы и тщеславны, но мы же все-таки живем в стране. Это же наша страна, понимаете, тут наши дети, там, внуки и так далее. Ну какая-то безысходность. Нет ничего подобного, безысходности никакой нет. Безысходности никакой нет, потому что ты обязан сделать то, что можешь сделать. И должен это делать. Ну, хочется аж результат получить. Можно сказать? Нет, но нам же проще, вот нет. Но нам же проще. Мы сделали, вот сегодня напечатано и показано. Это наш результат. Мы не можем, понимаете, в отличие от инженера, который строит ядерную турбину, она будет готова через 10 лет, нам не надо 10 лет ждать. Нам проще. Ты утром написал, но вечером в газете. Это наш результат. А то, что изменится положение в стране, это, к сожалению. Но мы сделали, что могли. Знаете, даже так что? Мы сделали, что могли. Я сделал. Можно тоже реплику, да? Вот на самом деле я не согласна, что не реагируют. Они реагируют. И это не обязательно власть. Это может быть и просто непорядочные люди. Они реагируют, только они теперь не показывают так, как раньше. Если раньше сразу кого-то снимали с работы, там еще... А сейчас там внутри происходит вот такой... Глубоко заворачивается, начинает выяснять, кто сказал, почему, как проскочило. И между собой у них такое творится. Они реагируют. И я тебе хочу сказать, что не дальше, чем в марте месяце, наша телекомпания приняла участие в выборах, наш местный совет. Причем совершенно неожиданно. Мы сделали программы аналитические, встречи с депутатами, и потом просто выпустили окончательную аналитическую программу. Разбомбили тех, кто не пришел, тем, кому было отвечать, и сказали людям: смотрите, что вы делаете. Люди, будьте бдительны, скоро выборы. И это и возымело свое действие. Да, от них ничего не пришло, от них ничего, полная тишина, все как по щелям, но люди сделали свой выбор. Все-таки мы возымели воздействие. И тут надо смотреть, на кого ты хочешь воздействовать. Ты хочешь, чтобы они там и друг друга поснимали? Нет, они не для этого туда пришли. А вот голос свой в обществе иметь, ну и чтобы он был действительно таким порядочным, независимым, сильным. Вот от этого не надо зарекаться. И не надо говорить: мы что ж такие бесполезные? Правильно, как он сказал Леонид, мы бесполезные, когда мы серые, угодливые. Вот это слово прям следующее, ничтожные, мне хочется сказать. Тогда мы бесполезные. Вы спросили закрыть? Если вы говорите, что ж нас тогда закрыть? Я бы вот вас закрыла, раз вы сами же так настроены. А зачем нужен
если есть стремление жить и стремление делать так, как правильно, я тоже считаю, делай как должно, и будь что будет. Понимаете, мы тут тоже не должны себя сильно переоценивать и считать, что я написал статью и все, в стране должно все перемениться. Мы не должны быть слишком высокого о себе мнения. У нас все-таки другая специальность. И это даже плохо на самом деле, когда мы пытаемся напрямую воздействовать. Вот мой отец был редактором когда-то «Вечерней Москвы», газета такая у нас выходит. И он написал в советские времена. Он написал большую статью, что вот неправильно, что по субботам родители ходят по магазинам. Это неправильно. Они должны субботу провести вместе с детьми. Магазины надо закрыть в субботу. И бюро горкома московского приняло решение в Москве в 60-е годы, закрыли все магазины в субботу. Потом отменили. Эта история вошла, так сказать, в историю журналистики. Но это плохо, этого не должно быть. Вообще мы не должны таким образом влиять. И мы не должны думать, что мы таким образом повлияем. Ничего подобного. Наша задача значительно скромнее, проще. Мы должны только рассказывать то, что происходит. Мы должны правильно, мы должны быть точны. Значит, слово честно, даже это вот немножко из другого репертуара. Мы должны быть профессионально точны. Я даже слово свобода печати не понимаю. Я понимаю возможность профессионально работать. Мы должны быть точны, мы должны выяснить максимум возможного. Мы не должны врать, мы не должны что-то придумать. Если мы не знаем, мы не знаем и так далее. Мы должны просто профессионально быть точны. И если мы это делаем, мы от этого получаем удовольствие. Удастся ли каким-то образом повлиять на судьбу страны, мы не знаем. Это нам неведомо, но мы же и не политики, чтобы это делать. Знаете, это как с врачом. В общем, всякий врач знает, что пациент его рано или поздно умрет. И в этом смысле дело достаточно обречено. Но если он из этого будет исходить, что будет катастрофа, он должен продолжать стараться что-то делать. Ну, вот примерно то же самое должны делать мы. Мы должны продолжать исполнять свои профессиональные обязанности. Максимально хорошо. И сами получать от этого удовольствие, а не перестанут. Немножко не в то русло разговор пошел. Мы Давайте вернем. позиционируемся в городе вообще как социальное телевидение, помогающее жить народу. И я речь вела о том, что если наши сюжеты, рассказы о беде человека, раньше мы могли решить этот вопрос, сейчас это не решается. Нет, вы абсолютно правы. Я же говорю, исчезло, нет такого механизма, потому что воздействует на чиновника. Мы почему воздействуем на чиновника? Потому что вот о нем прочитаем, что он негодяй. Ему станет неприятно, его снимут, предположим. А теперь ты пиши сколько угодно, что он негодяй. Судьба его решается не общественным мнением, а его непосредственным начальником. Ну, хоть тебя в станице Кущевской там поубивали все, хоть тебя там затопило что-то, человек сидит, потому что он нравится. Это правда, это так. Ну, Прежде чем еще меня не закрыли, можно один вопрос. Мы сейчас больше говорим о гражданской позиции журналиста, о том, что, как он должен говорить. А вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, ввиду того, что там самого интернета, человек теперь узнает о каком-то событии раньше того, как выйдет вечерний выпуск новостей. В связи с этим, как должна поменяться наша форма, и должна ли она меняться? То есть человек ждет подробностей, или он ждет выводов, или он ждет нравоучений? Ну, только не на нравоучение. ваш личный взгляд. Только не нравоучение. Мы точно не должны читать никакого нравоучения, у нас морального права на это нет. Да и вообще. Нет, мне кажется, да, я, конечно, что-то узнал, мне там кто-нибудь позвонил, сказал, ты знаешь, там революция началась. Да, я уже знаю, что революция началась. Но я хочу знать, как началась, где началась, почему началась, что, как, кто там действует. Это нас не заменит. Да, быстрое сообщение в интернете, и даже кадр какой-то, и короткий сюжет, снятый на телефон или еще на что-то, всего лишь на самом деле нам на руку. Он провоцирует интерес. Дальше человек должен включить телевизор каким-то движением, значит, по-старому или по-новому, и получить уже всю картину, желательно с анализом, с большим количеством подробностей, с хорошим репортажем. То есть нам, в принципе, это на руку. Если мы в состоянии на это реагировать. А если человек узнал, что произошел взрыв в метро, включает телевизор, а там все еще поет, и тогда вечером поет, то тогда, да, он не включает нас, он смотрит там, что, потому что, какие-то люди побежали, тоже снимают и рассказывают. Вот так это происходит. А если мы сразу отреагировали, мы тоже узнали, и тут же вышли в эфир, и мы сидим в эфире 3 часа подряд, рассказываем, что и как происходит, у нас выезжает бригада, все знают, как это делается. Тогда нам это на руку. Тогда нам это не конкурент, а наоборот, союз, что приплачивает. Это вопрос о происшествиях. А о темах, которые тоже телевидение поднимает, особенно региональные. Мы не страдаем мобильным новостям.
мы должны же рассказать людям по злободневных темах. Это сейчас в телевизионной журналистике именно вас приветствуется на региональном уровне. Вопрос ко всем коллегам. Как? Не как наполняете в эфир, ни в коем случае. То есть забить эфир можно чем угодно. А как вы ищете темы, которые интересны людям? Я вам скажу так, я посмотрел какое-то количество выпусков новостей, значит, ничего кроме очередного деяния руководителя администрации ни в районе не происходит. Нет, все, просто жизнь потрясающая. Ну, какой-то начальник, я помню, еще давно в советское времена, поехал в Австралию, вернулся, говорит, ты знаешь, потрясающая жизнь. Я, говорит, был 2 недели, 2 недели страна сокрушалась по поводу того, что пьяный бульдозерист заехал на газу. Но они так устроили жизнь, что у них вот такой более серьезного проблемы не было. А у нас, к сожалению, еще не так хорошо. У нас пьяный бульдозерист каждый день заезжает на газон, и не только бульдозерист, и не только на газон. Поэтому события вот в любом вот стука. Ты идешь по улице и видишь. Вот эта картинка, она вот не соответствует той, которая на улице. Я 2 дня ходил. Вот не видно, это другая. Она совершенно другая. И думаете, зрители, только я что ли заметил? Зритель тоже заметил. Потому что он выходит на улицу, он видит одно, а он другое. Еще очень хотелось бы обсудить с коллегами такую тему, как ну, вот, в нашей работе есть очень много барьеров. Это не секрет. Да, один из таких барьеров, я считаю, это наоборот служба, которая должна быть повернута к нам, это пресс-служба, так называемая, которые вот сейчас приходится работать с ними методом шантажа, как бы, если не дадите комментарий, да, придется там вот как-то вот, так далее, так далее. Как вы работаете с пресс-службами, которые вот, не негативно настроены к вашему каналу? А мы их проходим мимо и ловим чиновников на улице, на совещаниях, везде, где угодно. И проходим мимо пресс-службы. И ставим чиновника в такое положение, что он вынужден сказать просто-напросто. И все. Комментарий пресс-службы это не всегда интересно. Это не Скажут, просто что тебе чиновник нас поставлен между нами и чиновниками. Пресс-служба должна помогать. Не знаю, у нас такой проблемы вообще нет между речью. То есть у нас пресс-служба, она работает на администрацию. Если вы... через пресс-службу выйти на какого-то чиновника, мы выходим напрямую. Тут пресс-служба, либо она работает, либо не работает. Какие могут вопросы? Пресс-служба, если вам администрация платит, то тогда вы мимо пресс-службы не пройдете. Не пройдете. А если нам что-то надо, нам плевать, заплатят они, не заплатят. Мы сделали и все. И у меня проблема-то она вот в чем состоит, что во многих ведомствах и административных территориях пресс-службы вводят на запрет на прямое общение журналистов с чиновниками. Хочешь с кем-то поговорить, там, замгубернатора, обращайся в пресс-службу. И только так. А задача пресс-службы стоит в том, чтобы помешать этому общению. Потому что если что-то скажешь, это выйдет, то им достанется. А если не будет беседы, то все будет хорошо. Это отражение нашей общей жизни. Задача пресс-службы теоретически совершенно другая. Чтобы наоборот успевать предвосхитить интерес журналиста. Но у нас совершенно другое. Это, конечно, административный барьер или наборный. Журналист должен быть хитрее в таком случае. Он должен пойти туда, где есть этот чиновник, найти его там на месте. Ну, И тогда пресс-служба якобы вроде бы и ни при чем. Я вел не пресс-службу, не чиновника. Я согласен. Работать, надо работать, сидеть на месте. 100% с вами согласен. Но на некоторых территориях эти пресс-службы железно впиваются и не дают. Я знаю такие территории. Особенно где чиновники ходят с охраной или еще. Причем так очень легко, конечно, говорить вот так вот, что нужно пойти туда. А если тебе в одном сюжете нужно побороть 5 пресс-служб, ну как ты сзади не успеешь на вечерний выпуск что-то сделать? Ну не получается. Мы еще занимаемся шантажом. Когда пресс-службе нужно, чтобы мы дали информацию, а мы говорим, а вы нас так дали. И мы ничего не Ну даем. это самое популярное, да. Как- Нет, все правильно. Есть теория, как это должно было быть и к чему надо стремиться. Есть реальная практика, в которой, конечно, надо идти на все. Надо пускаться на все тяжкие. Это правда. А еще и ругаться же с пресс-службой не хочется. Вот так Нет, вот, нельзя, вот так потом вот, отомстят, конечно. Да. А когда ругаешься с ними, они больше любят. Не, она не настукивает потом там мэром всяким. Вот лучше туда. Да он такой. В том, чтобы
сомнений, потому что это, ну, нет никаких проблем увидеть скоординированный план. Это часть целого пакета законов, которые сейчас принимаются. И думаю, что не последний в этой сфере. Если хотите знать мое мнение, то закон это, как и другие, там, о некоммерческих организациях, об интернете, это отражение такого представления нашего высшего начальства о ситуации в стране. Картина, я очень схематично буду лапидарно говорить, картина это рисуется так, все замечательно. Есть отдельные недостатки, но мы их преодолеваем. Мы делаем все прекрасно, и страна наша все краше и лучше. Поэтому, если кто-то говорит, что есть проблемы серьезные, дела идут не так, то это могут быть две категории. Первый, те, кто пляшет под иностранную дудку, и злобные клеветники внутри страны. Надо и тем, и другим помешать обманывать народ. Для этого и принимается этот пакет законов. Они будут действовать, естественно, избирательно на федеральном уровне и как угодно, как топор на месте.